Еженедельное совещание в правительстве начинается с приятной миссии. Владимир Сластенин вручает благодарности главы Ингушетии Махмуда Али Калиматова, отличившимся в работе, вице-премьером правительства и руководителям министерств. Владимир Сластенин отметил, как важно организовывать мероприятия на высшем уровне. Награждаемым пожелал и дальше добиваться высоких показателей в работе. Далее участники совещания переходят непосредственно к повестке. Основной вопрос – реализация в Ингушетии национальных проектов и государственных программ. Как отметил Беххан Майсагов, в республике уже подписаны контракты на строительство важных социальных учреждений. Средства, которые направлены на реализацию национальных проектов, также у нас 4 миллиарда 246 миллионов. Контракты подписаны на 508 миллионов 165 тысяч. Это 12% от общего объема средств на 2025 год. Кассовое исполнение на сегодняшнее число 397 миллионов 10 тысяч. Это 9,3% от общего объема средств. Если говорить про объекты, которые попали на тендер и уже идут в процессе, это 6 школ и 2 детских сада. В этом году в Ингушетии традиционно пройдет дополнительная массовая иммунизация детского населения против полиомиелита. В регионе в планах привить более 120 тысяч подлежащих иммунизации детей. Вакцинацию в медицинских учреждениях республики проводят абсолютно бесплатно. Заместитель министра здравоохранения Ингушетии Амина Настаева отметила, что для первого тура препараты в наличии, для следующих нужно приобрести. Фонда уже выделено 23,9 миллионов рублей. Заявлено 10 820 доз инактивированной вакцины, 260 тысяч доз оральной полиомиелитной вакцины. Заявка на закупку размещена на этапе контрактации, то есть до 1 апреля у нас будет поставка. Дополнительная потребность в финансовых средствах для приобретения вакцины инактивированной составляет 15,2 миллионов рублей. К сожалению, несмотря на большую информационную работу, многие родители еще не спешат обезопасить своего ребенка от встречи с тяжелой инфекцией. Как говорят врачи, полиомиелит может не только сделать ребенка инвалидом, а в сложных случаях и вовсе наступает летальный исход. Единственная защита организма – только вакцина-профилактика. У нас очень активная миграция. Вирус полиомиелита продолжает циркулировать на территории стран, да, откуда прибывают к нам иностранцы. Рекомендовано провести туровую иммунизацию в Республике Ингушетия в 2 этапа. Мы охватим контингент от 3 месяцев до 14 лет включительно. Это порядка 120 тысяч детей. На сегодняшний день все подготовительные мероприятия активным ходом идут. Вакцина закуплена, она хранится с необходимыми требованиями по холодовому режиму, условиями и так далее. Следующий вопрос повестки – проведение в Ингушетии масштабного республиканского субботника. Традиционно мероприятие охватывает все города и сельские поселения региона. К акции присоединяются и волонтеры. Субботник планируют провести 22 марта. Об этом рассказал министр природных ресурсов и экологии Ингушетии Микаил Мизиев. Органы государственной власти Республики Ингушетии и подведомственных учреждений необходимо произвести очистку территории, прилегающих к административному зданию и подведомственным объектам. Школы, детские сады, больницы, объекты культуры, спорта и других объектов. Министерство автомобильных дорог Республики Ингушетия поручено произвести очистку, ремонт, обновление разметки дорог регионального значения и их прилегающих территорий. В Ингушетии планируют отметить День воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. В республике запланированы около 50 мероприятий, которые пройдут в форме выставок, лекций, викторин и не только. Среди наиболее значимых, важных мероприятий, такие как Республиканский фестиваль самодеятельного народного творчества «Славься, Отечество мое», акция «Крым наш», бесплатное посещение музея и выставка, кстати, уже начала работать с 14 марта на базе Краеведческого музея. Владимир Сластенин поручил участникам еженедельного совещания основательно и ответственно подходить к каждому вопросу и дал соответствующие поручения. Лена Цичоева, Сулейман Костоев, Магаз 24.